Вирус добрался до Чечни. Жители Ингушетии просят прибегнуть к режиму самоизоляции, меньше общения и больше гигиены. Односельчане, работники администрации и те ребята, которые не просто собрали деньги, но и помогали в самом ремонте. Если бы не они все, у нас ничего не получилось. Семья Дышниевых сегодня отмечает новоселье. В январе они лишились крова, дом сгорел, но на помощь пришли земляки. Отбор участников в регионе проводится по заявкам до 20 мая. Семьи должны будут представить в отдел соцзащиты, в том числе фото и видеоматериалы о себе. В полной гармонии со своими домочадцами. Сегодня начался прием заявок на участие в конкурсе «Семья года-2020». К сожалению, не всех больных можно вылечить только лекарствами. Поэтому таким больным в плановом порядке предлагалось оперативное лечение. Ежегодно 24 марта весь мир отмечает День борьбы с туберкулезом. Как в нашем регионе борются с этим недугом? Проект «Лица нации». Рассказываем о профессионалах своего дела. Сегодня история Калоя Картоева. Здравствуйте, это новости 24. Начинаем выпуск с главной темы новостных сводок. Коронавирус. За сутки в России зарегистрировано 57 новых больных. Общее число заболевших выросло до 500, 22 выздоровели, порядка 93 тысяч остаются под наблюдением врачей. Проник вируса и в Чечню. Официально один зараженный, еще несколько под подозрением. В Ингушетии, по словам специалистов, случаев заражения пока нет. Население просит по возможности не нарушать режим самоизоляции. Дана Плиева подробнее. В нашем регионе угрозы заболевания пандемии пока нет. Все учебные заведения уже вторую неделю закрыты на карантин. Отменены и массовые мероприятия. Такие меры борьбы с вирусом, как показывает и практика других стран, эффективны. Все лица, которые прибыли на территорию Республики Ингушетия с Европы, ближнее зарубежье, дальнее зарубежье, находятся под наблюдением медработников. Наблюдаются они в течение 14 дней. Этот режим называется самоизоляцией, то есть наблюдаемый находится дома, ограничив все возможные контакты с родственниками, со знакомыми, не покидает, естественно, свой дом для того, чтобы исключить возможные контакты. За теми, кто находится в добровольной самоизоляции, врачи ежедневно ведут медицинское наблюдение на дому и обязательно фиксируют температуру. Об этом с нами по телефону поговорил один из изолированных. В течение недели постоянно они находятся со мной в контакте, в телефоне. Звонят, спрашивают и фиксируют состояние, температуру. Симптомов болезни я не испытываю. Температура в норме, другие сопутствующие симптомы отсутствуют. При телефонном разговоре молодой человек поделился, что причиной изоляции стала командировка в Казань. В рейсе находился гражданин Франции, который контактировал с зараженными. После приезда с ним тут же связались работники Роспотребнадзора и сообщили о двухнедельной изоляции дома. С момента моего прилета в республику я для себя принял решение, что 2 недели буду максимально еще изолироваться от общества. Все-таки нужно подходить к этому осознанно. Как я отметил, в первую очередь, это здоровье жителей нашей республики, наших родных, близких, друзей. Во время карантина необходимо чаще мыть руки с мылом или обрабатывать антисептиком перед приемом пищи, контактом с ртом, глазами, носом и после посещения уборной. Необходимые правила профилактики любой россиянин может найти на сайте Роспотребнадзора страны. Впрочем, соблюдать такую личную гигиену желательно всегда, и тогда, по мнению жителей региона, такие нехитрые меры помогут обезопасить себя от коронавирусной инфекции. Как Всевышний сделает, так и будет. Если суждено, заболеем. Не суждено, будем здоровы. На 10-й сутки врачи также берут отбор материала для исследования на вирус. По истечении 2 недель пациент, получивший медицинское заключение об отмене угрозы коронавируса, может в свободной форме выйти из зоны карантина. Есть такое понятие, как инкубационный период. Для коронавирусной инфекции он тоже существует, это 2 недели. Именно поэтому 2 недели эти лица и наблюдаются, потому что заболевание может проявиться в течение этих 2 недель.
Вот о чем мы говорим. Это период самоизоляции называется. А в том случае, если симптомы заболевания будут выявлены или если будет положительный результат обследования биологического материала, то в этом случае, конечно, пациент будет помещаться в медицинское учреждение. Выходить из домашней изоляции строго запрещается. Для официально оформленных работников государство подготовило специальные условия оплаты больничного, а также его оформления. Нужно просто написать заявление в электронном виде в личном кабинете Фонда социального страхования. Он может, если у него нет доступа к личному кабинету, любой человек, у которого есть доступ к личному кабинету, может за этого гражданина по доверенности написать это заявление, подать заявление в электронном виде. Определенного симптома для выявления коронавируса нет. Если у вас поднялась температура, затрудненное дыхание, нужно немедленно обратиться за медпомощью на дому, без посещения медицинских организаций и сообщать данные о своем прибытии на территорию Российской Федерации. В особую категорию граждан входят люди пожилого возраста и с хроническими заболеваниями, которым нужно быть более осторожными. Пожалуйста, оставайтесь дома, не выходите. Сократите контакты до минимума. Для этого сделано все. Даны дополнительные средства. Обеспечена добровольцами Российского народного фронта доставка продуктов и забота о тех, кто будет. И это готовилось заранее. И мы понимаем, что на каждом этапе развития ситуации будут адекватные этому этапу меры. Сегодня мера вот такая. На заседании штаба у председателя правительства это было мое предложение, как можно скорее ужесточить штраф. Оно реализовано, поддержано, и я думаю, что в ближайшие дни будет реализовано в поручении. На сегодняшний день большое количество заражений зафиксировано в Иране, а также Италии, Франции, Германии, Швеции и других европейских странах. По данным Всемирной организации здравоохранения, по всему миру заразилось порядка 330 тысяч человек. Потому самый эффективный способ защититься от опасной пандемии – соблюдать карантин после поездки в другие страны или по России. На территории Ингушетии также заработала круглосуточная горячая линия по вопросам новой коронавирусной инфекции, где специалисты разъяснят, как действовать при первых признаках недомогания. Телефон горячей линии 8-928-099-05-45. Дана Плиева, Джамалел Тамасханов, Новости 24. В связи со сложившейся ситуацией к жителям Ингушетии обратился глава региона Махмуд Али Калиматов. Уважаемые земляки, мамы и папы, дедушки и бабушки, мое обращение адресовано в первую очередь именно вам. По всему миру стремительно распространяется коронавирусная инфекция. Особенно COVID-19 представляет угрозу для жизни и здоровья людей в возрасте 65+ и людей с хроническими заболеваниями, сахарным диабетом, бронхиальной астмой, онкологическими и другими заболеваниями, а также перенесших инфаркт или инсульт с низким иммунитетом. Данным категориям необходимо соблюдать домашний режим. Пожалуйста, будьте бдительны. Не выходите на улицу, если в этом нет острой необходимости. Не посещайте людные места, включая массовые встречи родственников. Прошу работодателей для сотрудников, относящихся к указанным категориям, обеспечить возможность работать дистанционно. Идеальных решений нет, но тем не менее мы должны соблюдать хотя бы элементарные меры защиты. Обращаясь к родителям, в этот период старайтесь не выпускать своих детей на улицу, обеспечьте им досуг дома. Да, это сложно, но вопрос здоровья должен оставаться в приоритете. И даже если организм ребенка сможет перенести заболевание, то для его бабушек и дедушек это может стать серьезной угрозой. Постарайтесь создать для пожилых людей условия, чтобы у них не возникала необходимость выходить из дома. Возьмите на себя решение бытовых проблем. Вопрос обеспечения продовольствия. Постарайтесь изолировать их от тех, кто в зоне риска, кто болеет гриппом или ОРВИ. Берегите друг друга. Далвочхама лордолдвай. Итак, на сегодняшний день в связи с поступлением информации от МВД о прибывших всеми видами транспорта из заграничных поездок жителях Республики Ингушетия издано 266 постановлений об их самоизоляции на дому. Территориальные медучреждения организуют за прибывшими наблюдение. Ситуацию прокомментировали в Роспотребнадзоре. Все граждане, которые приехали из-за границы, они подлежат режиму домашней самоизоляции. Более того, нормативными документами эти граждане обязаны сообщать сами о прибытии на территорию субъекта, где они намереваются остаться. Бывают такие случаи, когда люди прописаны в одном месте, проживают совершенно в другом месте, поэтому поиск вот по этим спискам, он бывает значительно затруднен. По некоторым фамилиям нам приходится отрабатывать в течение нескольких дней, потому что людей на месте не оказывается, иногда старая какая-то прописка, или человек, бывает, что он
сюда приехал, предположим, потом уехал на постоянное местонахождение, предположим, на территории Северной Осетии или на территорию Чечни. То есть варианты самые различные. Убедительная просьба ко всем лицам, которые прибыли недавно из-за границы. Пожалуйста, по приезде домой сразу сообщите по телефону. Не надо никуда выходить. Если у вас есть дома возможность самоизолироваться, самоизолируйтесь. Минимальный контакт у вас должен быть, но в крайнем случае с одним человеком из семьи, который просто будет вам еду заносить и так далее. На тот момент, когда люди изолируются на дому, им вручается постановление главного государственного санитарного врача по соответствующему субъекту, у нас по Республике Ингушетия. И в этом постановлении описывается, что гражданин такой-то, к нему применен режим самоизоляции на дому, он обязан соблюдать этот режим, и по административному законодательству влечет нарушение режима, нарушение статей 19.6 и 19.6 или 19.5 Кодекса административных правонарушений. То есть при выявлении нарушения режима на таких людей мы можем подать в суд. Одновременно с вручением постановления самому самоизолируемому лицу отправляется предписание территориальной медицинской организации об осуществлении медицинского наблюдения за этим человеком и отсылаются списки в МВД для того, чтобы участковыми оперуполномоченными проверялся соблюдение режима самоизоляции на дому. Глобальные люксовые компании, выпускающие косметику и одежду, переходят на производство антисептических гелей и медицинских масок. К условиям дефицита приноровилось и население. В интернете много лайфхаков, как сделать антисептик дома. Но в реабилитационном центре медперсонал отшивает маски для своих маленьких пациентов и их родителей. Хава Гагиева с подробностями. Вот это у нас заготовочки. Потом мы их стерилизуем. Вот в этих. 160 масок, 8 часов, стандартный размер 18 на 12. Все по ГОСТу, как и полагается. Отличие этих масок от тех, что можно купить в аптеках, только одно. Их шьют с любовью для каждого пациента. Марлевые штук 30 мы можем в день пошить. Другого типа мы только начали, но мы думаем, штук 50 мы их успеем пошить в день. Но мы только недавно начали, от того, что нету их в продаже для своих работников. А потом уже, когда дело пойдет быстрее, мы можем и быстрее, и побольше их пошить. В связи с угрозой дефицита медицинских масок на фоне распространения коронавируса в центре нашли решение проблемы в специально отведенных помещениях, оборудованных швейными машинами. Сотрудники шьют маски для медперсонала и маленьких пациентов. По словам директора, они не для продаж, но если у какого-то учреждения или организации будет острая необходимость, то в стороне не останутся. У нас есть это санитарки, которые тоже в свое время в трикотажной фабрике работали. Я у них спрашивал, сможешь ты сделать маски? Мы образец масок отдали, они сели, скопировали, и из того материала, который мы закупили, начали делать маски. Вот сейчас звонили и сказали, для одного учреждения порядка 50 масок. Конечно, это малое количество. Конечно, мы чисто можем символически помочь любому, кто сюда придет. Без проблем. Маска является барьерной защитой от заражения коронавирусом, передающимся воздушно-капельным путем в бытовых условиях. После 3-4 часов ее необходимо постирать, а после сушки прогладить с обеих сторон. Шьют здесь как одноразовые, так и многоразовые из марли. Сшитые все одноразовые маски укладываются в этот бикс и стерилизуются нашей процедурной медсестрой в этом автоклаве. После стерилизации мы их всех отдаем на использование всем нашим сотрудникам и всем приходящим в реабилитационный центр. Без масок у нас никто не остается. Рекомендации по профилактике коронавирусной инфекции тут советуют соблюдать всем, начиная от медработников до родителей воспитанников. Использовать защитные маски, бахилы, мыть почаще руки, дезинфицировать гаджеты, не контактировать с тем, кто чихает и кашляет. Люди признаются, что стали более внимательно относиться к гигиене. Везде идут нехватка масок, а наш центр, директор этого центра позаботился, сейчас тут шьют эти маски. У входа стоит урна с бахилами, и ручка также повязана, марлевая повязка, обработанная синтетическим раствором для дезинфекции рук. То есть любой человек, который попадает сюда, он автоматически дезинфицирует сам себя, одевая бахилы и обрабатывая этим руки. Реабилитационный центр, он сам вышел из этой ситуации своими силами, своими возможностями. Здесь нет дефицита в масках.
Инициатива центра показывает, что выход можно найти из любой ситуации. Можно смело утверждать, что в этом учреждении никогда не будут сидеть сложа руки и будут искать выход из любого положения. Хава Гагиева, Магомед Дидигов, Новости 24. В рамках акции «Мы вместе», стартовавшей по всей стране, заработал интернет-ресурс, где любой человек и организация могут предложить помощь или попросить о ней в период эпидемии COVID-19. Зайдя на сайт, каждый желающий может стать волонтером, оказать при наличии соответствующих знаний и получить юридическую помощь и другие консультации. На портале «Мы вместе» 2020 РФ публикуются полезные новости, рекомендации и контакты. Разбит он на отдельные блоки по вышеперечисленным направлениям. Организации в разделе «Предложить помощь» могут разместить информацию о ресурсах, которыми они готовы поделиться, продуктах, средствах, услугах и другое. Сайт аккумулирует позитивные новости о добрых инициативах и реальных поступках. На фоне пандемии Россия ограничила авиасообщение с другими странами мира. Помимо Китая, откуда и распространился вирус, опасными для туристов признаны Италия, Иран, Южная Корея. И не только. Какая обстановка сейчас в этих странах и какие еще страны не рекомендуют посещать российским туристам? Об этом расскажет Диана Дударова. Россиянам советуют не только избегать места массового скопления, но и не посещать другие страны. Ограничительные меры начали вводить еще около месяца назад. Так, с 16 марта приостановлено авиасообщение со всеми странами Евросоюза, Норвегией и Швейцарией. А с 17 марта россияне не могут посещать Иорданию. Попасть туда можно, но только на территорию столиц. Информация о запрете на въезд в ряд стран ранее появилась на сайте Ростуризма. В этот список попали и Чешская Республика, Колумбия, Австрия, Новая Зеландия. С 13 марта аннулированы визы в Индию. Введен запрет на территорию Словацкой Республики, США, Мальты. Ограничения действуют в Дании, Непале, Королевстве Шри-Ланка, Тунисе, в Республике Кипр, Польше, на Филиппинах и в Омане. Рекомендуют воздержаться от поездок и в Саудовскую Аравию, Арабские Эмираты и Катар. Нашим землякам, которые собираются отправиться за границу, по мере возможности мы вас просим воздержаться от данных поездок, взвесить все за и против, все свои риски. Если же, я предполагаю, что по системе предварительного бронирования у многих уже запланированы были поездки на самое популярное побережье Турции, то подумайте над своей поездкой, может быть, стоит ее все-таки отложить. С крупнейшими вспышками нового вируса COVID-2019 столкнулись Италия, Иран, Южная Корея. Продажу путевок в эти страны прекратили еще в феврале, а авиакомпании ограничили перелеты. В аэропортах, принимающих рейсы из этих стран, усилен санитарно-карантинный контроль. В Италии сейчас инфицировано коронавирусом свыше 50 тысяч человек. Зарегистрировано более 600 смертельных исходов. Число случаев заражения в Иране достигло 23 тысяч. Въезд гражданам исламской страны в Россию запрещен. Количество жертв составило более 1800 человек. Южная Корея подняла уровень эпидемиологической угрозы до высшего. Общее число зараженных коронавирусом более 9 тысяч человек. Однако в этих странах до сих пор остаются российские туристы. Ростуризм рекомендует им не покидать территории гостиничных комплексов, за исключением случаев организованного трансфера до аэропорта вылета. Убедительная просьба у меня, в том числе к нашим жителям Ингушетии, которые сейчас находятся за границей. Если у вас возникли какие-либо сложности, незамедлительно обращайтесь в Генеральное консульство и посольство России за рубежом. И полную информацию о том, как скоро будут возвращены эти туристы в Россию, им будет дана на месте. Российские туристы интересуются, что делать с уже купленными путевками. Отказ от путешествия в страну, где есть угроза безопасности, подтвержденная официально, является основанием для расторжения договора с турфирмой. В таком случае, согласно закону об основах туристской деятельности, оператор должен вернуть всю уплаченную сумму. Также необходимо возместить деньги за неоказанные услуги путешественнику, который решит вернуться в Россию досрочно. Если наши граждане, в том числе жители Ингушетии, уже забронировали туры на среднесрочную или ближайшую перспективу в страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, то, конечно же, они вправе обратиться к своему туроператору, который либо поменяет сроки, либо поменяет направление, либо аннулирует данный тур. И, соответственно, средства, конечно же, будут возвращены потребителю туристской услуги. К сожалению, турфирмы и туроператоры, как принимающая сторона в других городах, они не работают на данный момент, и
процесс возврата денег, он, к сожалению, невозможен так быстро, так как хотелось бы. Только федеральный закон о туризме не применим к авиакомпаниям. Деньги за билет 100% вернут, если воздушное сообщение ограничено и рейсов нет. В противном случае все зависит от политики компании. МИД России и Роспотребнадзор настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок в страны, где есть угроза безопасности. Ну а большинство жителей Ингушетии выразили готовность отменить запланированный отдых за границей на летние каникулы. Вряд ли я бы поехал бы. Я не советую никому никуда ехать. Я никогда не собираюсь. Да вы что, об этом разговора даже нет. Мне кажется, что это правильно, потому что таким образом распространяется вирус, и если ты поехал туда, привез с собой этот вирус, то все, получается, и твои родственники могут заболеть, и твои близкие, и друзья. И мне кажется, лучше пока посидеть дома и поберечь себя и своих близких. Люди, которые выезжают за границу, уезжают, зная, что там есть заболевание, коронавирус, это инфекция, уезжают туда и обратно приезжают сюда, в страну, в республику. Это очень экстремальные люди, очень опасные люди. Из-за коронавирусной инфекции большие убытки понесли туроператоры. Минэкономом России предложено компенсировать убытки, связанные с невозвратными тарифами по авиаперевозкам. Также они получат субсидии за расходы, связанные с вывозом туристов из стран, в которых были введены ограничения. Правительство уже объявило, что предприятия туристической отрасли и авиакомпании получат отсрочку по уплате налогов. Кроме того, туристические компании до конца года будут освобождены от уплаты взносов в резервный фонд ассоциации «Турпомощь». В России сейчас введена программа налоговых каникул. Соответственно, фирмы, индивидуальные предприниматели, турфирмы, крупные туроператоры, они могут поучаствовать в этой программе налоговых каникул, по крайней мере, до 1 мая точно. Пока ситуация с новой инфекцией остается критической по всему миру, въезд иностранным туристам запрещен на территорию Ингушетии. Однако ограничительные меры не коснулись российских туристов. Они по-прежнему могут насладиться красотой здешних мест, посетить и достопримечательности республики. Диана Дударова, Майербек Межоев, Новости 24. Нуждающимся ученикам российских школ предложили временно выдать компьютеры на период дистанционного обучения из-за карантина по коронавирусу. Так как далеко не у всех школьников имеются технические средства для обучения на дому, а в некоторых регионах существуют проблемы с интернетом. Было предложено по заявкам родителей обеспечить учащихся лэптопами бесплатно на необходимый срок. В первую очередь инициатива должна коснуться льготников, например, малоимущих и многодетных семей. Ну и к другим темам. Семья Дышниевых из Бердюрта оказалась в беде. В январе у них сгорел щитовой дом. Огонь распространился моментально. Пламя за считанные минуты охватило жилье. Благо, никто не пострадал. На помощь пришли земляки. Собрали деньги и вот теперь справляют новоселье. Поздравила их с этим событием и наш корреспондент Жаридат Халухоева. Почти 2 месяца скитаний по родственникам и, наконец, новоселье. Оно проходит в кругу людей, которые за это время стали настоящими друзьями для семьи Дышниевых. За чашкой теплого чая они обсуждают будущее в их собственном новом доме. У нас здесь 4 комнаты, кухня и ванная. Необходимые коммуникации, внутренние работы здесь уже провели. Осталось все обустроить. Потихоньку будем выбирать, какие обои поклеить и двери ставить. Это радостное событие с трагичной предысторией. Утром 22 января, когда обычно все разъезжаются по делам, на работу и учебу, их дом охватил пожар. На тот момент внутри находились 3 детей, младшая из которых 3 года. Мать семейства рассказывает, она едва успела их вывести. Я подметала во дворе, когда старшая дочь вышла и сказала, что в комнате дым. Только я вышла с младшей девочкой и все. Вернуться или забрать что-то было невозможно. Все охватило огнем. В первые дни пожара семье в одночасье лишившиеся всего неравнодушные люди несли самое необходимое. И все это с благодарностью принималось. В благоустройстве их нового жилья также была приложена рука помощи. Представители молодежного совета из Нестеровского разместили новость о несчастном случае в социальных сетях и объявили сбор. Необходимую сумму собрали всего за несколько дней. 250 тысяч рублей были направлены на подведение всех коммуникаций и внутренних работ будущего дома. Когда мы первый раз сюда прошли, здесь были голые стены, чисто поставили окна, крыша, коробка, можно сказать. Пришли ребята, насыпь сделали, электрику сделали. Кто-то еще пришел, сказал имя своего не называть, сделал от себя штукатурку полностью. Мы что сделали? Мы сами сделали отопление, поставили работника, чтобы кафель укладку делал.
кафель положили, сантехник установили. Сам дом Дашниева начали строить еще 6 лет назад. Так как в семье работает только отец, весь их доход уходил на еду и оплату аренды жилья, от которого остались лишь обугленные руины. Восстановить и вернуть сгоревший щитовой дом хозяину семью пока не торопят. И ведь нет худа без добра, говорят их нынешние соседи. За многие годы на их улице появилась новая семья. И этот несчастный случай укрепил их отношения, взаимовыручки и поддержку, присущие только хорошим соседям. У нас здесь на улице... У нас на улице только 2 жилых дома было. Теперь нас стало немного больше. Они всегда могут на нас положиться, мы всегда поможем. Хочу лично поблагодарить всех молодых людей, которые были задействованы в ремонте дома. Больше всего переезду радуются сами Дашниевы. Хоть в доме и осталось еще куча дел, они счастливы быть под собственной крышей. Больше им не придется кочевать по съемным домам или уйтиться у родственников. Односельчане, работники администрации, эти ребята, которые не просто собрали деньги, но и помогали в самом ремонте. Если бы не они все, у нас ничего не получилось. Я очень им благодарна. Пожар так или иначе может быть делом случая, но когда придерживаешься элементарных правил безопасности, риск возгорания становится намного ниже. Свой новый дом Дашниева построили с учетом всех противопожарных норм, чтобы неисправная проводка больше не стала причиной лишения крова. Жарадат Хулухоева, Хамзат Халухоев, Новости 24. 5 номинаций, в каждой ключевое слово «семья». Минтруд Ингушетии объявляет о старте приема заявок для участия в региональном этапе всероссийского конкурса «Семья года-2020». Напомню, он стартовал в 2016-м. О том, кто может принять участие и побороться за звание самой гармоничной ячейки общества, расскажет Зелимхан Калоев. Накормить птицу или выпасти скот. Для Альдиевых это уже не просто рутинная работа, а целая философия. Больше 10 лет они развивают свое фермерское хозяйство. Ответственные, не боящиеся трудностей. Они стараются свою жизнь наполнить не только работой, но и незначительными радостями. Забота друг о друге и любовь к делу, которая в скором времени обещает стать больше и получить статус семейного, поспособствовали тому, что Альдиевы решили стать участниками конкурса «Семья года». Инициатором стала хозяйка домашнего очага. отдел пособий. Хаица царгер перечень документов, жир перечень хагуя, папка дуккяхаты адизерцик вадрял, тхай семейный молдужла, фотография, бири грамоты. Но старания того стоили. В прошлом году семья Альдиевых из Икажева выиграла не только региональный этап конкурса «Семья года», но и федеральный в номинации «Сельская семья». Свои умения они продемонстрировали в Кремлевском дворце, где состоялась торжественная церемония награждения победителя всероссийского конкурса. В концертной программе мальчики показали зрителям национальный танец. Возможность заявить о себе есть у каждой семьи в Ингушетии. В республике уже стартовал прием документов на участие в региональном этапе конкурса «Семья года». Победители определят сразу по 5 номинациям. Это многодетная семья. В данной номинации принимают участие семьи, которые успешно воспитывают 5 и более детей, в том числе и приемных. Молодая семья. В части данной номинации принимают семьи, зарегистрированные брак в органах ЗАГС, имеющие стаж супружеской жизни не менее 3 лет, воспитавшие 1 и более детей. Сельская семья, данная семья должна проживать в сельской местности. Золотая семья России. Участниками данной номинации являются семьи, члены которых состоят в браке, зарегистрированном в органах ЗАГС не менее 50 лет. И семья хранитель традиций. В данной номинации принимают участие семьи, сохраняющие традиции, национальной культуры, обычаи семьи, историю своего рода, приверженность семейной профессии. Победители регионального конкурса будут представлены для участия в федеральном этапе всероссийского конкурса «Семья года». Всероссийский конкурс «Семья года» проводится с 2016 года. Организаторы Минтруд России и Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Отбор участников в регионе проводится по заявкам до 20 мая. Семьи должны будут представить в отдел соцзащиты, в том числе фото и видеоматериалы о себе. Целей конкурса сразу несколько: пропаганда и повышение общественного престижа семейного образа жизни, ценностей семьи и ответственного родительства. В конкурсе Ингушетия участвуют ежегодно. К примеру, в 2018-м образцовая семья Картоевых из Малгобека победила в номинации «Многодетная семья». 5 прекрасных детей и замечательные родители. Супружеская пара далека от принципов домостроя. Воспитанием детей занимаются вместе. Радости и горести тоже делят на 2. Хозяйки дома в приготовлении обеда помогают 2 дочери. Юные помощницы унаследовали от матери все рецепты блюд. Амина, она
обычно убирается в комнатах, а я помогаю маме готовить еду. И мы распределяем свои обязанности. Например, я наливаю бульон, а она подносит к столу гостям. Любую консультацию о проведении регионального этапа всероссийского конкурса можно получить по номеру специалиста, который вы видите на своих экранах. Шанс выиграть денежный приз до 100 тысяч рублей есть у каждого. Нужно только поделиться секретом семейного счастья. Селимхан Калоев, Джамадел Тамасханов, Новости 24. Ежегодно 24 марта весь мир отмечает День борьбы с туберкулезом. Эта дата актуальна в полной мере и для нашего региона. Болезнь распространенная, трудноизлечимая и в основном из-за нежелания потенциальных пациентов диагностировать недуг на ранней стадии. В Ингушетии построен ряд профильных медицинских учреждений, доступна массовая диагностика. Систематически проводится диспансеризация населения и профосмотры. Туберкулез уже много веков по праву считается одной из главных причин высокой смертности в мире. К счастью, современная медицина шагнула далеко вперед, и палочка Коха уже давно не является синонимом смертного приговора. Нелегкое в легких можно победить. Каждый день это доказывает и Сергею Сабеленко. 2 месяца назад он почувствовал боль в области груди. Обследование показало, инфекция начала поражать легкое. Я чувствую, что лучше становится. Так как все препараты есть, поэтому здоровье лучше. Врачам хочу сказать спасибо. Как и Сергей, носителями этой инфекции являются почти треть населения планеты. Примерно каждую секунду возникают новые случаи. Несмотря на обязательную в нашей стране вакцинацию, болезнь продолжает поражать. И, как рассказывают медики, последствия от нее могут быть весьма опасными. Люди слепнут, не могут есть. У них отказывают ноги. Каждый думает, что у нас бронхит или аллергическая какая-то реакция. Если за месяц не проходит этот кашель, то уже нужно бить тревогу, уже обязательно нужно обращаться к специалистам, будь то к терапевтам по месту жительства. Если они что-то выявят, они обязательно направят к нам. И здесь мы уже разберемся дальше, что это туберкулез, или бронхит, или пневмония. Но все равно главное вовремя. Как считают медики, распространение туберкулеза напрямую связано с процессами глобализации и миграции, за которыми медицина, особенно в развивающихся странах, не успевает. Впрочем, социальные аспекты здесь отходят на второй план. От инфекции не застрахованы и те, у кого нет вредных привычек. Если организм ослаблен, к примеру, стрессами, заразиться возможно и в общественном транспорте. Конечно, если сейчас мы говорим о коронавирусе, о такой опасной инфекции, он не такой контагиозный, конечно. Но все равно эпидемиологическое, как в эпидплане, он опасен. Он развивается, конечно, не так быстро, он развивается медленно. Если, в общем-то, проводить профилактические осмотры, его можно выявить на ранней стадии. И очень благоприятно он в плане лечения тогда протекает. Такие пациенты у нас легко лечатся, они могут даже амбулаторно лечиться без стационарной госпитализации. Туберкулезом можно заразиться даже при разговоре. При этом, по данным ВОЗ, своим лечением занимается только каждый 5-й. Остальные о том, что болеют, просто не знают. Поэтому так важно развивать более точные методы диагностики, способные распознать инфекцию на ранних стадиях. В республиканском тубдиспансере первичный осмотр проходит около 20 пациентов в день. Положительный результат обнаруживается у четверти обследованных. Вот образец 646, положительный, резко. Вот. Анализ завершен, обнаружено. Точный диагноз будет известен только через полчаса. Если тест-проба даст положительный результат, пациента необходимо будет госпитализировать. В центре для этого есть целое отделение терапии со стационаром на 100 коек. Отделение состоит из 2 этажей. Первый этаж – это минусовые, то есть, грубо говоря, закрытая форма туберкулеза. Второй этаж – открытая форма туберкулеза. Больные проходят у нас этап лечения, интенсивную фазу так называемую. Это там свои сроки от 2 месяцев до полугода. Затем выписываются на амбулаторное лечение и уже продолжают там. Как уверяют медики, общий уровень туберкулеза в республике снизился как в целом и по России. Если сравнивать, процент заболевших в 2019-м ингушей составил 48 тысяч человек. Это на 6 тысяч меньше, чем в позапрошлом году. Добиться таких показателей удалось благодаря профилактическим и разъяснительным мероприятиям среди населения. Лечение, диагностика и профилактика туберкулезом, она проводится по единым стандартам, по клиническим рекомендациям, которые утверждены на федеральном уровне. Если говорить об условиях оказания помощи, то данное учреждение имеет
все противотуберкулезные препараты, которые имеются вот на сегодняшний день, согласно порядка оказания медицинской помощи, то все противотуберкулезные препараты обеспечены семьи у нас на 100%. Под наблюдением региональных врачей Центра фтизиопульмонологии сегодня находится свыше 600 человек. Кабинет компьютерной диагностики, отделение торакальной хирургии и даже своя реанимация. Здесь есть все необходимое, чтобы поставить человека на ноги. С помощью одной операции здесь удается полностью удалить очаг заболевания в легких, и через полчаса тяжело больной может самостоятельно дышать и даже покинуть лечебное учреждение в тот же день. За все время существования на базе этого отделения было проведено больше 400 операций. И пока ни единого случая осложнений. Мы сократили резервуар. Резервуар – это больной источник туберкулезной инфекции, который имеет полости деструкции. К сожалению, не всех больных можно вылечить только лекарствами. Поэтому таким больным в плановом порядке предлагалось оперативное лечение, они соглашались. Естественно, источник был удален, и пациент, абацилированный, здоровый, возвращался в общество. Соответственно, они уже не заражают пациента. Потому что туберкулез, как известно, передается только воздушно-капельным путем в 95% случаев. Улучшение показателя смертности от туберкулеза входит в число государственных приоритетов. За последние 8 лет число умерших от инфекции уменьшилось в 3 раза. Все это результат совершенствования методов диагностики и лечения, создания современных вакцин и тестов на основе биотехнологий. По всей стране, включая нашу республику, наблюдается повышение качества системы диспансерного обследования и профилактики туберкулеза. Жарадат Хулхоева, Магомед Белакиев, Новости 24. Мы начинаем цикл репортажей о выдающихся личностях, ингушах, которые прославляют свой народ на всю страну и мир. Ими мы гордимся, на их примерах воспитываем новые поколения. Это люди разных профессий, объединяет их признание и любовь своего народа. Первый сюжет о Калое Картоеве, серебряном призере Олимпийских игр 2016 года по вольной борьбе. После Олимпиады 2016 года весь мир заговорил о Калое Картоеве. Этнический ингуш, выступающий за сборную Турции, собрал множество наград и медалей на разных турнирах, включая большие шлемы. А пиком его борцовского Олимпа стал финал в Рио. Несмотря на поражение, Калой стал настоящим символом ингушской борьбы. Его путь в большой спорт начался благодаря переезду в Краснодарский край. Приехал я туда в город, мы с отцом вместе поехали, устроился на учебу. Начал заниматься, учиться. И где-то через пару месяцев я узнал, что в этом городе тоже есть. В новом городе о юношеских успехах Калоя не слышали, поэтому скептически отнеслись к нему. В первый же день ингушскому борцу пришлось доказывать свое право тренироваться с опытными спортсменами. Для проверки против него выставили мастера спорта. И мы вышли на ковер, он мне дал трико борцовки, мы начали с ним бороться. И, понятное дело, я физически где-то что-то мог делать, но так как был не слабым. Но по приемам, по технике я проигрывал. И проиграл схватку, и он мне говорит, да, говорит, видно, говорит, что занимался, но, говорит, это, говорит, не то, что ты, говорит, не то учил. Говорит, мы тебя будем, короче, учить. Краснодарская школа подарила Картоеву настоящий борцовский дух и стремление проявить себя именно в этом спорте. Через 2 года пришли первые крупные победы и окончательное решение посвятить себя борьбе. И в 2006 году я выиграл, под руководством этих тренеров, я выиграл первенство России, первенство Европы среди кадетов по юношам. И вот оттуда я уже понял, что получается, я очень даже уверенно выиграл этот возраст. Потом я перешел по юниорам. Далее карьера ингушского борца набрала стремительные темпы. В 2009-м он стал чемпионом Европы среди юниоров, а в 2010-м подтвердил звание чемпиона и первый раз выступил на взрослом уровне, став бронзовым призером крупного турнира в Нью-Йорке. С 2014 года Калоя Картоева в борцовском спорте знают как Селима Яшара. После смены гражданства были еще несколько призовых мест в крупных турнирах. Однако для Селима это было лишь средство для достижения главной цели – стать олимпийским чемпионом. К сожалению, в Рио Селиму не хватило совсем немного. Несмотря на то, что в финальной схватке ему противостоял россиянин, для болельщиков нашей страны исход был неважен. В Ингушетии его встречали как настоящего героя. Я несколько дней нормально не мог выспаться из-за перелетов. Но несмотря на усталость, когда я приземлился у нас в аэропорту Магас, когда я увидел
всю республику, которая меня встречает. У меня усталость как рукой сняло. Было очень приятно, что я смог обрадовать всю свою республику. В этом году Калой также отличился, взяв реванш на турнире Яшар Догу. Благодаря хорошей подготовке он без особого труда дошел до финала, где разгромил своего оппонента со счетом 7-1. Сейчас Калою Картоеву 30 лет. Для борцов это самый лучший возраст в карьере. Ждем от него еще более громких выступлений и ярких побед. Если Олимпиада все же состоится, Калой, несомненно, проявит себя. Ведь он не раз реваншировал все свои неудачи. Идрис Ижиев, Новости 24. Следите за новостями на канале Ингушетия и берегите себя.